Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. В эту минуту, в это мгновение, что загаданный вами мужчина думает о вас. Загадайте на него, на себя, на ваши отношения. И, конечно же, представьте его рядом. Загляните к нему в глаза и спросите, что ты думаешь обо мне. И пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, слушайте, прям аж любовью обдало. Я не знаю, как это вам объяснить. Вот прям такая мощная волна тепла. Вот с этим можно сравнить. И тут даже не просто тепло, тут прям как электричество на кончиках пальцев. Прям руки сами к картам потянулись. Значит, мужчина хочет показать и рассказать про свою любовь. Он вас любит. Тот, кого вы загадали, он вас любит. И именно сейчас, в эту самую минуту, в это самое мгновение, он мысленно вам признается в любви. У него сердце переполненная чаша любви к вам. И его это, знаете, до какой-то эйфории доводит. Вот он идет и улыбается, либо он сидит и улыбается. Он может там бежать и подскакивать, как мальчик маленький. Он может какому-то другу говорить о вас и говорить: ты не представляешь, брат, как сильно я в нее влюблен, как сильно я преисполнен этой любви, этого счастья и даже какого-то прям блаженства. Говорит, я даже боюсь этого. Я боюсь этих чувств. Они меня с головой накрывают и как будто бы куда-то меня несут, вот как на радугу, да? И он такой: не знаю, что это со мной такое вот впервые. И мне и страшно, и приятно, и походу я залип, подсел на эти чувства. Ой, слушайте, аж это мурашек немножко стало. Знаете, вот прям тепло и холодок по спине побежал. Ох, как вы его влюбили в себя. А ну-ка, поделитесь секретом, что надо делать, чтобы мужчина так сильно влюбился. А у вас ведь явно есть в этом знание и талант. Вы женщина роковая, да, и не спорьте со мной. Вы уже не одному тут сердце разбили. Я их вижу. Они всегда с вами, потому что вы их заякорили. Они к вам намертво привязаны. И ничего с этим не поделать. Ну, понятно, что они не рядом, потому что вы женщина строгая, вы женщина себя ценящая, вы не позволите всякому сброду вас преследовать. Но, тем не менее, энергетически влюбленные в вас мужчины к вам навеки привязаны. И вот вы им снитесь, вы им являетесь. Они не могут построить отношения с другими женщинами. Ну, потому что в раю побывали. Как им по грешной земле ходить? Понимаете? С вами это был рай, а с другими это грешная земля. Вот прям такие ассоциации проходят. Так, ну давайте посмотрим, что тут у него к вам открылось, проявилось. Господи. Не верил мужчина в судьбу, пока вас не встретил. Он сейчас вот прям перебирает в голове какие-то события своего прошлого. Наверное, у вас какая-то была встреча такая, знаете, вот необычно случилось. Либо мужчина, например, должен был быть в каком-то одном месте, но оказался там, где были вы. И он такой: точно, это же она мне по судьбе, потому что сам Боженька, да, нас познакомил. Я ведь должен был быть там где-то там, да, в каком-то городе N, либо в каком-то районе там X. Но так вот неожиданно случилось, что я оказался рядом с ней. Она моя судьбоносная, она
меняет меня, она меняет мою жизнь. У меня вот какие-то странные желания возникают, желания на одном месте сидеть, корни пустить, семью завести, либо дом купить у кого-то. Он такой: я не понимаю, почему это со мной происходит, но это со мной происходит. Я уже сам на себя не похож. Но таких чувств вот не испытывал. Вы для него лилия, роковая женщина. Для него тоже роковая женщина. Мне кажется, что он очень долго боялся признаться в своих чувствах к вам. Либо он даже мог бежать от этих чувств. Скажите, пожалуйста, а он играл с вами в недотрогу? Да? То появится, то пропадет. То холодный, то горячий. Да? В догонялке, может быть. Ну, а ты типа за мной побега, да? Было ли такое? Ну, вот были какие-то игры, я вижу. Как-то он себя вел, как еще та крыса. Но, тем не менее, это было не против вас. Это он боялся. Он боялся того, что он в вас влюбляется и теряет контроль над ситуацией. Ну, а как это для мужика, да, что женщина им крутит, вертит? Это же страшно, это же ужас какой-то, да? А теперь ему это нравится. Теперь он от этого получает особое удовольствие, кайфы ловит. И такой: господи, как же это приятно, да? Какой я был глупый, я бежал от этого. Зачем? Почему? Рядом с вами ему прям хочется быть настоящим таким мужиком, таким альфа-самцом. Ух ты, еще и хочется быть правильным, честным, верным. Хочется доказать, что он вас достоин. Ух, очень дорожит вами, очень боится вас потерять. А мысли, да, вот чем сильнее любовь становится, тем больше эти мысли его прямо изнутри, как червячки, подтачивают. Он такой: все, я не переживу. Если вдруг она меня пошлет, я не переживу. Все, мамой клянусь, меня не будет. Видите, как вы его тут замотивировали? Он даже на что-то пошел, вот как от чего-то отказаться. Может, какие-то убеждения, привычки, планы, что-то. Вот он прям ради вас отказался. Любит вас очень сильно, любит. Эта любовь с ним творит чудеса. Эта любовь его превращает, в такого вот прям романтика, мечтателя, семьянина, человека с серьезной жизненной позицией. Знаете, вот в вашей отсыпке мне нравится все, кроме одной фигуры. Это женская фигура. И хотелось бы мне ее игнорировать, но не могу. Эта фигура, она как монолит, как какой-то, знаете, валун, стоит на пороге вашего счастья. Стоит она со стороны мужчины, вот она, эта фигура, имеет влияние на этого мужчину. Мужчина, то ли это бывшая, да, которую, может, он и пытался забыть, но не смог, там, не знаю, ребенок общий, да, ну, либо он какую-то вину свою перед ней чувствует. А может быть, это и не бывшая, а может быть, это мама, которая очень такая ревнивая, эгоистичная, которая не видит рядом со своим сыночкой-корзиночкой ни одной другой женщины. Буквально она говорит: я же сына для себя рожала. Как так? Не может же он к какой-то женщине уйти. Тем более нет такой женщины, да, ни одна недостойна мою черешенку себе забрать, да. Какая-то вот эта женщина холодная и злая. У нее желание доминировать, желание не создавать, созидать, любить, согревать, а наоборот, подавлять, манипулировать, соки выжимать. Да? У нее какие-то очень жесткие методы, жесткие мысли и очень такие скверные желания, да? Злые желания, я бы даже сказала. Лишь бы под себя, это грести под себя, и ни в коем случае, чтобы никто рядом счастлив не был. Деньги очень любит эта женщина. Деньги для нее это Бог. Понимаете, все, она готова молиться 24/7, потому что деньги это прям ее слабость, ее порок, ее любовь, ее все, да, весь мир.
Мне не нравится, что эта женщина не пускает, либо стоит на пороге счастья. Мне не нравится, что мужчина все-таки как-то на нее посматривает. Ну вот какая-то зависимость есть, либо зона влияния достаточно обширна на этого мужчину. Как бы сильно он вас не любил, но этот камень не сдвинется, да? Либо нужно там вдвоем взяться с двух сторон и скинуть этот камень, либо в одиночку его не убрать. А камень не дает войти в счастье, да, в общее счастье. Если вы думаете, что вот ты мне тут рассказываешь, что он меня любит, а он вот там палец о палец не ударил, мне не сказал, либо как-то ко мне там не так относится, причина она, понимаете? Возможно, он понимает, что вот у мамы такой вот характер, и что она костьми ляжет, но быть нам вместе не даст. И лучше я до поры до времени буду молчать о том, что у меня есть любимая женщина, чем она начнет действовать, да, и все вот прям погубит, да, и тогда вообще никакого шанса не будет. Либо вот бывшая, да, он знает, что бывшая начнет устраивать козни, начнет там ходить к вам, рассказывать вам какие-то страшные вещи, там придумывать, накручивать, и вы там сами от него откажетесь, да, он тоже может этого очень сильно бояться, но он мужчина, он должен действовать. И если бы он честно пришел и вам обо всем этом рассказал, вы бы что-то ему сказали, да, посоветовали, придумали. А он вот прям в крысу играет, да, залег в норку и молчит, да, мечтает о вас, наслаждается тем, что он вас любит, надеется на то, что это взаимно. Я не вижу, этот камень, он мешает. Давайте заодно и посмотрим, что будет с этим камнем. Что будет с этой помехой в лице этой женщины? Что будет, что произойдет? Стоит ли вам вообще ее бояться? Да? Может, это просто мужчина там себе напридумывал и боится ее. На самом деле там бояться ее особо и не надо. Давайте посмотрим, что карты скажут. Что карты скажут? На самом деле настоящей любви помехи не помехи, да. Это наоборот как испытания, которые укрепляют чувства и укореняют любовь. Да, может пытаться там что-то там вредить, но с другой стороны, если любовь настоящая, вы точно прорветесь. И не такая уж она и страшная, это по факту. Вы и не таких обламывали. Конкретно вы, девушка, которая меня смотрит. Эта женщина, наверное, себя слишком переоценивает, либо мужчина ее слишком переоценивает. Я не вижу здесь какую-то там катастрофу, либо какой-то ужас, да, который невозможно пережить, либо преодолеть. Все будет хорошо. Главное, чтобы он вам все это рассказал. Так, еще в эту минуту, в эту секунду ему очень хочется для вас что-то делать. Вот что-то делать, исполнять, продвигать, защищать, оберегать, чтобы вы там ахнули. Хочется в ваших глазах расти. Вот, чтобы вы там смотрели на него и думали: мой рыцарь, мой герой, да ты же лучший из мужчин. Вот хочется этого, хочется. Но пока не может придумать, чтобы ему такого сделать. Какой-то дорогой подарок подарить, куда-то вас там на отдых повезти, что-то вам купить, просто денег дать, пойти решить ваши проблемы. Думая, да, он может думает, выбирает, может что-то и надумает. Да? Желательно, чтобы что-то надумал. И не только там на словах, но и в действиях проявил свои чувства. Слова — это хорошо, но действия еще лучше, да, подкрепить слова действиями. И даже вот если у вас еще не было этого момента, что мужчина там пришел, признался, я вам, мои родные, так скажу: этот мужчина, он еще себя проявит. Может быть, он у вас позднего созревания, да, может, он действительно боится эту женщину, но любовь все равно свое возьмет. Настоящая любовь свое возьмет. И я вижу, что именно вы пробудили в нем то самое чувство, которое испытывают по-настоящему влюбленные мужчины. Чувство желания быть героем.
чувство идти до конца, желание создать семью, крепкий союз. Если раньше он там смотрел на вас и думал: Господи, какая фигура, схожу с ума, не могу, хочу, то теперь он уже так реже думает, но все равно думает, потому что вы, конечно, для него прям вишенка на тортике. Он больше думает о том, что моя женщина, хочу, чтобы она была счастлива. Чувствуете разницу? Я ее желаю физически обладать, а тут я хочу, чтобы она была счастлива. Понимаете, вот насколько у него кардинально все к вам поменялось. И еще, мои хорошие, счастье с ним возможно. Но он человек немножко трудный, тугой. И, скорее всего, вы это тоже понимаете, вы уже его изучили. Для вас он уже прочитанная книга, да, знаете, как облупленного. Но, видите, вот звезду показали. Если мужчина окажется в правильных, мудрых руках, то он может засиять, как эта прекрасная звезда. Если он окажется в глупых руках, в каких-нибудь, ну вот как этот камень, да, в виде этой женщины, то он будет тухнуть. Он будет чахнуть, тухнуть и клониться к каким-то там нехорошим пристрастиям, увлечениям, там, ну, ничего хорошего не будет, да, там сопьется, скурится, либо там лудоманом станет. Все одно, зараза, да. Вот, это в плохих руках. В хороших руках, в мудрых руках он как звезда засияет. Высоко-высоко так на небо взлетит и засияет. То есть станет успешным, при деньгах будет, карьеру сделает, да. И не важно, сколько ему лет, девочки, никогда не поздно. Главное, чтобы была мотивация и надежная опора. Либо человек, который может подсказать, направить, поддержать. Вот вы такой человек. Эта женщина, кто камень, она не такая. Наоборот, она его гасит, тушит. И с ней, кстати, да, у него какие-то даже вредные пристрастия начались, привычки. Может, он там иногда только пиво мог себе позволить, а благодаря ей и ее этому демоническому характеру, поведению, он прям стал прикладываться. В правильных руках, в ваших заботливых правильных руках, он звездой засияет. И, конечно же, он будет осознавать, что все благодаря вам, потому что он вам безгранично доверяет. Он как сердцем принимает, что вы женщина не просто роковая, но женщина всей его жизни и судьбы. И он как своим умом, да, до этого уже практически дошел. Ну, еще там пару фактов сопоставит, и сердце с головой так вот друг другу руки пожмут и договорятся, что да, вы та самая единственная, с которой он должен быть по судьбе. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.